Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. 27 апреля исполнится 100 лет ЯССР. Во всех уголках республики начались торжества в честь знаменательной даты. В эти дни открыты выставки, проходят концерты и кинопремьеры. О культурной программе в эти дни и не только поговорим с гостем студии Юрием Куприяновым, министром культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Юрий Степанович, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, какие культурные мероприятия запланированы, что посмотреть нужно прям вот обязательно? Ну, во-первых, культурных мероприятий очень много. Я думаю, что все в один день успеть невозможно, но республика, оргкомитет, который готовит столетний юбилей нашей республики, сделали максимально возможное для того, чтобы в каждом районном центре, в каждом муниципальном образовании 27 апреля мы все отметили. Мы хотим, чтобы каждый житель нашей республики был вовлечен в это действие, чтобы он ощутил локоть друг друга. И главным событием, я анонсирую, будет всемирно по всей республике танец осокой. Мы, якуты, любим танец осокой. Для нас это такое сокровенное, такое, да, сакральное. Это локоть друг друга, это дружба. И на площади Комсомольской мы выведем республиканский осокой. Силами наших лучших запевал этого осокая. Это наши Андархан Охайтачилар, они запоют эту песню торжества этого юбилейного события. Я думаю, что вот это событие, оно будет сродни тому, что останется на следующее столетие, кто же пел и какие слова произносили наш Иванов Дмитрий, который начнет этот осохай. Он работает в нашем театре Аланхо, родом из Сунтарского улуса. Я думаю, что это будет очень красиво. И потом Черноградский Семен продолжит этот осохай из общества осохай, а Харунов продолжит из Намского улуса. То есть три основных запевала Сохая, они откроют треть. В Якутске мы откроем утро, конечно, торжественно. Глава нашей республики в 10 утра откроет большую экспозицию в нашем музее «История моя», современная история Якутии, архивные данные, алмазы, которые носят имена наших героев, и виртуальное мультимедийное шоу «Путь Элляя». Потом уже у нас в 11 откроется большая экспозиция, которая приехала из Москвы, коллекция музеев. Можно посмотреть такие вещи, которые, только в Москве можно увидеть. Дальше в 12 у нас начнется возложение цветов всем основателям государственности. Это новая традиция нашего современного праздника. Мы все здесь тоже вовлечены и приурочены во все те, кто стоял у истоков Республики Саха-Якутия, и в память их люди поклонимся, все возложим цветы. Потом у нас будет большое такое праздничное шествие. Прямо по улице Кирова. Мы колонна культуры, у нас почти 1000 человек, мы будем театрализованно одеты. Я думаю, что это будет такое праздничное настроение. В 3 часа начнется осохай, потом сюр осохай, другой концерт, в 7 часов вечера большой праздничный концерт, и который завершится большим салютом. Когда всегда спрашивают, а что будет 27-го, я хочу всегда людям ответить, будет яркое, огромное, красивое солнце. А день завершится большим праздничным салютом. Что у нас останется? Останется праздничное настроение, чувство восторга от того, что 100 лет стукнуло. Но 27-е это только открытие дверей. Мы же празднуем год в течение всего года. Нельзя говорить о том, что я не успел куда-то прийти. Все праздники будут идти в течение года. А 27-го это вот когда открываются двери в столетний юбилей нашей республики. Давайте уточним. Колонна начнет свое движение с улицы Кирова и до Комсомольской площади дойдет. Да, у нас будет большая колонна. Колонну собирает сегодня парад, знаете кто? Наше будущее. Это наша молодежь. Общая колонна молодежи. Нам дали в связи с тем, что в этом году год культурного наследия объявлен президентом нашей страны. Поэтому у нас будет отдельная колонна года культурного наследия в составе большой колонны столетнего юбилея. Основной состав это будут молодые люди, молодежь, наше будущее. Это те, которые будут, возможно, праздновать следующее столетие. А какие еще наиболее знаменательные и заметные культурные события пройдут в Якутии в течение всего года? Посетят ли наш регион какие-то интересные гости и, возможно, творческие коллективы? События очень интересные, большие, и даже мы немножко с 27-го отошли назад, и 29-го, для того, чтобы вообще гости республику посетили именно в пятничный день. Мы большое мероприятие 29-го сделали «Триумф республики» театрализованным представлением. Ставит его наш Андрей Савич Борисов и большая группа наших известных режиссеров, Руслан Тараховский. Все учреждения там участвуют. Это почти 1800 человек участников театрализованного представления. И зрители, более чем 3000 человек, которые приедут с улусов нашей республики, тоже молодые люди и ветераны. Все мы сделаем «Триумф республики». Кроме того, думаю, что одним из самых знаменательных событий все-таки год культурного наследия и год столетия республики мы
успешно синхронизировали события для того, чтобы сделать общую там концепцию. Да, получилось очень хорошо. Будет все-таки это год истории. Ты когда-то должен знать свою историю. И будет галерея, приезд к нам галереи Третьяковской, галереи Третьяковской. Мы в Национальном художественном музее 1 июня откроем большую выставку Третьяковской галереи из 56 известнейших картин. Я думаю, что двери будут ломиться от гостей. Более того, но и дальше, если пойти, естественно, культурные события у нас будут основные. В сентябре 23 по 25 к нам приедет самый большой театр. То есть республика не будет страдать. А вообще весь месяц июнь Якутск будет театральный. Можно дать такой синоним. 2 по 8 июня мы здесь проведем силами «Полюс золота» фестиваль «Территория Якутск». Здесь те все получили золотые номинации. У нас 2 театра участвуют. ТЮЗ и Мирнинский театр сюда приедет. Мирнинский театр мы давно хотим увидеть на якутской сцене. И с 23 июня по 26 к нам приедет великолепный национальный российский театр, Александринский театр с фестивалем, в смысле программой «Женитьба» Валерия Фокиной постановкой. В эти дни к нам приедет Республика Татарстан, будет драматический спектакль и будет большой гала-концерт на театр оперы и балета. Ну еще так почти что случилось, к нам приедет большой драматический Приморский театр. Он уже к нам приедет 17 июня на сцене Русского академического государственного драматического театра. Так что весь июнь, коллеги, мы все вас ждем. Двери наших театров будут работать участием наших гостей. То есть к нам Петербург, Казань, Владивосток, все приедут гости к нам. Здорово, что начало лета можно действительно посещать театры и посмотреть очень интересные постановки. Давайте теперь о кино поговорим. Этой весной на обсуждение в Ултумен был выдвинут законопроект о поддержке кино. Как эта инициатива отразится на развитии киноискусства нашего региона? Да, закон этот нам нужен. Вот надо думать о том, что кто же пишет эти законы. Это законы пишут не чиновники и те, которым да. Этот закон у нас зарожден именно Сахафильмом и теми людьми, которых называют кинопроизводители. Большим сообществом тех людей, которые занимаются якутским кино, вынесен этот проект. Для того, чтобы у государства, бюджета Республики Саха-Якутия были законные обязательства и основания для того, чтобы финансировать производство собственного кино. Есть небольшие ограничения, и мы сегодня должны внести свои обязательства республиканского бюджета, финансировать именно государственные даже учреждения, которые формируют или производят кино. Вот это есть такая необходимость определенная для того, чтобы продолжить работать. Ну и еще насытить чьими обязательствами, какие направления работы, что должно взять на себя бюджет, синхронизировать этот закон нам надо. У нас был закон, но он в свое время исчерпал свои возможности. Большие изменения прошли и в федеральном законодательстве, но тем не менее сегодня мы согласовали, кстати, проект закона с Министерством культуры Российской Федерации, провели даже небольшие общественные слушания, и 28 апреля закон будет рассмотрен в первом чтении Государственным собранием Ултумен. А во время прохождения согласования до второго чтения мы проведем еще большие общественные слушания. Президент нашей страны Владимир Путин в это время успели еще внести изменения в федеральный закон. То есть у нас закон получится достаточно хорошим, насыщенным и, главное, полезным для тех, кто занимается кинопроизводством. Юрий Степанович, а лично вы какие фильмы якутские посмотрели в последнее время и на что советуете обратить внимание или сходить в кинотеатр? Ну, как министр культуры я счастливый человек, да. У меня есть прекрасная возможность посещать все новинки. Да, вот буквально недавно сходил на фильм, к примеру, «Бюгін Былыр». Очень хороший фильм, мне очень понравился. Особенно главный герой, тот, которого сыграл, Ярослав Лебедев, да, работник, кстати, культуры, совсем не киноактер. Я думаю, что он будет скоро любимым, таким главным героем нашей молодежи. И главное, этот парень говорит самые полезные и нужные вещи, которые мы как отцы, да, поколение сменяя друг друга, долбим и вталкиваем своему новому поколению. Учите родной якутский язык, не забывайте его, продолжайте ценить ценности старшего поколения. Вот этот фильм в стиле тем, которым, мягко скажем, владеет сегодняшняя молодежь, это их герой. Но он говорит языком того, что надо делать. Но не случайно, вот если так рекламировать фильм, его и так и зовут «Биг Босс», да? Пусть таких биг-боссов у нас в Якутске будет больше. Буквально вот в эти дни выйдут 4 фильма. Я смотрел, вот получается, «Бюгін Былыр». Есть еще фильм, который закрытый показ я смотрел, очень интересный, очень солидный, хороший, в комедийном стиле веселом. Выйдет это «Охота на севера».
Это совместное производство наших ребят, которые создали его, и казах-фильма. То есть это будет фильм, который мы должны продвигать и на прокате в Казахстане. Том это такая. Сегодня ребята, которые снимали спорт, выйдет вот на эти дни фильм «Джулур» о тех, кто занимается якутским спортом, масс-рестлингом. Но еще фильм, который мы финансировали, выйдет, он так и называется «Белый ангел тундры». Также следующий выйдет «Не хороните меня без Ивана». Это совместный проект, который мы софинансировали, но выиграли грант федерального министерства. Это первый такой проект, который 20 миллионов к нам вложилось федеральное правительство. Поэтому я, конечно, не могу сказать, что наши фильмы заменят тот прокат, который был до 24 февраля, но мы работаем над тем, чтобы якутский кинозритель никуда не ушел, и вот наши кинотеатры были наполнены и шли люди с интересом. Это новый виток развития отношений, это новое направление работы. Мы сегодня с главой Республики Саха-Якутия вносим предложение ему, правительством на уровне оперативного штаба принимаем меры для того, чтобы наши кинотеатры нашли возможность найти себя в этой нише, чтобы мы в какой-то степени с поддержкой государства, да, снижением налогового бремени, снижением там или помогой каких-то субсидий, чтобы якутское кино было возможно смотреть в наших кинотеатрах. У нас есть 23 муниципальных кинотеатра. Сегодня работаем над тем, чтобы кинотеатр Лена стал государственным, ну, как площадкой нашего Саха-фильма продолжения. Ну, а частные кинофильмы, которые бизнесом стало действительно сложно и тяжело, поддержать налогами и поддержкой для того, чтобы якутское кино было. Так, Юрий Степанович, в эти дни в Якутске проходит пасхальный фестиваль «Золотые купола» при поддержке Министерства культуры и духовного развития Якутии. Расскажите о мероприятиях данного фестиваля. Это праздничное мероприятие, очень серьезное и торжественное. Буквально вчера же мы праздновали великий праздник, и он вчера и открылся. Он пойдет дальше по всем нашим направлениям. Высшая школа музыки, Русский академический театр. И вчера наш архиепископ открывал это событие. Я думаю, что оно направлено на то, что мы были в едином пространстве. Понимание друг друга, понимание светлого, понимание того, что есть Бог, да? Бог — это я, да? Бог — это наше светлое будущее, и это вообще моя мечта — жить красиво и хорошо, но воздержанно. Есть правила жизни в человеческом обществе. Я думаю, что вот те вещи, которые культура делает, оно и так и называется у нас в министерстве, ведь не только культурного развития, но и духовного развития нашего. Вот эту часть составляет именно этот фестиваль в одном из направлений. И в завершении нашей беседы, что бы вы хотели пожелать жителям нашей республики в год столетия? Я хотел бы, чтобы каждый действительно был задействован в действии. И каждый это сам делал. Не так, чтобы вчера пришли: Вася, ты где сидишь, давай выходи, да, на улицу. Чтобы Вася там, каждый из нас должен быть вовлечен в это пространство. И тогда у нас будет общее такое понимание. Большой круг Асоха, якутский. Мы танцуем этот Асоха, потому что мы живем вместе. И мы хотим счастливого будущего. И все, что мы делаем, каждое поколение, это никто не может заменить. Мы делаем для будущих поколений. И то, что сегодня Якутия празднует 100 лет, это не для нас, не для чиновников, которые это организуют. Мы это делаем для того, чтобы вот этот заряд бодрости, энергии, настроения и желания жить лучше остался будущим поколением наших якутян. Юрий Степанович, спасибо вам большое за такую интересную беседу, за развернутые ответы. Поздравляем вас с наступающим праздничной датой. И спасибо вам большое за подготовленные праздничные мероприятия в нашем городе. Благодарю вас. Всего доброго. А я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч.